Таллинском русском музее открылась новая экспозиция об истории эстонских русских. Основная роль на экспериментальной выставке отводится посетителям. Им предлагается дополнить и при желании скорректировать увиденное. Создатели новой экспериментальной выставки не только предлагают посетителям немало интересной информации об истории русских в Эстонии, но и призывают их дополнить эту историю своими собственными воспоминаниями и наблюдениями. Один из кураторов выставки, Олег Ливик, составил достаточно компактную, но емкую хронологию русского присутствия в этих краях. Я думаю, что русскому эта выставка может придать больше уверенности в себе. Ведь мы напоминаем о том, что история русских в Эстонии очень длинная. История эта всегда была достаточно сложной и не свободной от конфликтов из-за языка, образования, а позднее и государственности. Но в том, что между разными народами не всегда царит взаимопонимание, нет, в общем-то, ничего удивительного. А эстонцу эта выставка напомнит о том, что наша страна всегда была местом, где жило много представителей других национальностей. Немцев, русских, шведов, латышей. Со своими культурными традициями, нередко более древними, чем наши. В том числе это выставка для того, чтобы и местные жители, эстонцы пришли, познакомились с нами, местными русскими, и, возможно, больше прониклись каким-то чувством эмпатии. Но выставка далеко не сводится к напоминанию о фактах, датах и цифрах из истории. Созданные кураторами инсталляции побуждают посетителей задуматься о своей идентичности и о собственной роли в обществе. Помимо какой-то информации действительно исторической, можно получить кучу эмоций, воспоминаний, поностальгировать и в том числе почувствовать, что ваш голос важен, потому что у нас выставка интерактивная. Можно отдать свой голос, например, за лидеров мнений. Если этот лидер мнений не представлен у нас на экспозиции, то можно самому написать имя человека, которому вы прислушаетесь, кому вы доверяете. И мы это все учитываем. То есть мы собираем обратную связь, чтобы на базе этого возможно было дальше работать, составлять новые выставки, чтобы понять, что наших местных интересует, что волнует.